Впереди нас ждет страна башен. В Ингушетию мы приехали уже второй раз. Так сильно мне здесь понравилось. А все благодаря невероятно гармоничному сочетанию творений рук человеческих и природы. И несмотря на то, что соседний Дагестан переживает туристический бум, здесь вы можете почувствовать себя одиноким странником в неизведанной стране башен. Ингушетия, на мой взгляд, ни в коем случае не может быть обделена вниманием туриста, оказавшегося на Кавказе. И сейчас я вам объясню почему. Во-первых, сюда удобно добираться. Въезд в Джейракское ущелье Ингушетии находится всего в 30 километрах от Владикавказа. Дорога, проложенная по ущелью, прекрасного качества, и только для проезда к отдаленным башенным комплексам придется немного потрястись по грунтовкам. Сама Ингушетия представляет из себя самую маленькую по площади республику в России, поэтому вам не придется преодолевать значительные расстояния, чтобы увидеть основные достопримечательности. И самое главное, такого количества средневековых башен на единицу площади вы не встретите нигде больше. Это настоящий музей под открытым небом.
Итак, путешествие подошло к концу. Время подводить итоги. Конечно, основным недостатком подобного формата путешествия является длинная дорога. И общее время в пути составило не менее 3 суток. И тем не менее, поездка получилась насыщенной и разнообразной. И, наверное, оно того стоит. А впереди меня ждут серые будни, но впечатления от этой поездки останутся со мной навсегда. До новых встреч!